Защита детства – это широкое и комплексное понятие. Оно включает в себя не только реагирование, профилактику, но и системное обеспечение прав детей на социальную поддержку, охрану здоровья, образование и воспитание, безопасность и, безусловно, право на семью. Именно семья и ответственная забота родителей является основой благополучия каждого ребенка. На прошлом заседании член комиссии Бисимбаев Ильнур Сабыржанович предложил закрепить в Конституции положение о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством в соответствии с законом. Эта норма, основанная на ценностях казахстанского общества, является объективной необходимостью любого государства, которое заинтересовано в устойчивом развитии. Важным моментом является закрепление требования о государственной регистрации брака. Это позволяет более эффективно защищать права детей. Поддерживаю данную норму. В этом контексте за последние несколько лет по инициативе президента были приняты реформы и законы, включая утвержденную на этой неделе концепцию «Дети Казахстана», направленные на социальную и правовую защиту детей с акцентом на конкретные меры по укреплению института семьи, повышению ответственности родителей, созданию и развитию инфраструктуры помощи семьям и детям. Отдельного внимания заслуживает еще одна новая норма, включенная в проект Конституции, в которой отражается ранее озвученное предложение молодежного объединения «Келешек» о том, что система образования и воспитания в организациях образования на территории Республики Казахстан должна носить светский характер, за исключением духовных, религиозных организаций образования. Светский характер организации образования позволяет детям полностью реализовать свое право на образование и развитие. В этом ключе в части воспитания детей особую значимость имеет положение статьи проекта Конституции о взаимной ответственности поколений, закрепляющей обязанность совершеннолетних трудоспособных детей заботиться о нетрудоспособных родителях. Эта норма имеет не только правовое, но и глубокое нравственное и ценностное значение, формируя культуру семейной солидарности, уважения и ответственности, те качества, которые закладываются в детском возрасте.